2017 год наступил, опасения обострились. Повышение цен на продукты. Этим лозунгом пестрят практически все вывески магазинов. В последнее время наблюдается резкий рост цен на продукты питания. Причем касается это продуктов жизненно необходимых, таких как мясо, молочные продукты и хлеб. С чем это связано и кто в этом виноват? Рассмотрим в нашем сюжете. Аналитики, между прочим, говорят, что пережить год 2017 будет не так уж и легко. На первом месте население отмечает рост цен на мясо птицы, на втором – овощи и фрукты. Почетное третье место заняла баранина и говядина. Кроме того, люди отмечают повышение стоимости молочной продукции, колбасы и рыбы. Аполитично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. С чем это связано? В целом в России минимальный набор продуктов питания за год поднялся в стоимости на 3,5%. Самый дорогой он на Чукотке, а самый дешевый в Курской области. Мы все понимаем, сезонный рост цен на те или иные виды продукции возможен, иногда по экономическим соображениям даже и необходим, но явно спекулятивные сговоры, экономически необоснованные скачки цен порой в разы, вот это недопустимо. Мы всегда выступали и выступаем за развитие бизнеса, за свободное предпринимательство и рынок. Однако неправомерные действия перекупщиков, оптовиков, розничных торговцев, произвольно завышающих свои цены, должны получать соответствующую правовую оценку. Продуктовый набор входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В него включено все, что теоретически требуется человеку для здорового питания. От хлеба и молока и до мяса, рыбы и фруктов. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. В нынешней корзине явный упор на хлеб, крупу и макароны. В общем-то, в этом нет и ничего странного. Хлеб и крупяные каши всегда ели в большом количестве. Однако Минздрав в августе прошлого года рекомендовал жителям страны есть побольше мяса, рыбы и фруктов. Какие килограмм? Одна штука – рубль. Не понял. Одна штука – рубль. Штука? Ну? Среди факторов повышения цен выделяют следующее. Ослабление курса рубля, запрет на импорт молочной продукции из мяса Европы, так как возникла вероятность появления тяжелых инфекционных заболеваний. Спешим сообщить, что тот рост цен, который ожидается на территории России, это в среднем 4%. Нашей республики не коснется. Как отмечают экономисты, кризис до нас просто не дойдет. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба по Республике Ингушетия мониторит цены на продовольствие уже второй год подряд, чтобы пресечь всякие попытки самовольных действий. Номер горячей линии Федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия в помощь людям с активной гражданской позицией. Если вы увидели резкий скачок неаргументированной ничем ценовой политики, вы можете обратиться в компетентные органы. Мы уже 2 года проводим данный мониторинг, и таких случаев, когда был резкий рост цен на продукты, нами не выявлялось. И если население как-то где-то увидело, что цены не соответствуют, что делать, куда обращаться? У нас вот есть горячая линия на сайте Ингушского ФАС России, данный номер и реквизиты указаны. Жители могут обращаться по данному номеру и оставлять свои обращения. Проанализируем данный рынок и будем принимать меры антимонопольного реагирования также совместно с другими органами власти, которые компетентны в данном направлении. Подводя итоги, скажем. Меня опять терзают смутные сомнения. Экономить или нет – дело каждого, но грядут времена весьма неоднозначные. Нужно быть готовыми ко всему. Мадина Базиева, Джамал Дударов, Ахмед Гандаров. Утро Ингушетии.